Все эти люди собрались здесь для того, чтобы увековечить память героев, сражавшихся в том страшном и кровопролитном сражении – битве за Кавказ, которая началась 25 июля 1942 года. Около 100 человек развернули огромное полотно Знамени Победы. Эта битва вошла в историю Великой Отечественной войны как уникальный комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на огромной территории, в сложнейших ландшафтных и климатических условиях. Сражение длилось 442 дня. Оно стало вторым по продолжительности после блокады Ленинграда. И международный проект «Непокоренные» в память о 80-летии завершения этой тяжелой битвы путешествует по всему югу России, самым большим знаменем победы в истории. Размер 300-килограммового полотна – 63 метра в длину и 35 в ширину. Логично получилось, что в этом году сошлись и 80-летие битвы за Кавказ, и 80-летие окончания Сталинградской битвы. Два события, которые обеспечили коренной перелом в Великой Отечественной войне. Конечно же, было принято решение с участием, наверное, самого большого и самого важного символа Великой Отечественной войны, самого большого в мире Знамени Победы, объединить молодежь. Проект «Непокоренный» в этом году собрал более 120 человек со всех уголков России и стран СНГ. Республика Ингушетия является третьим субъектом, в который проект прибыл. Стартовал он в Волгограде. Оттуда и началось путешествие длиною в 1100 километров для старшеклассников России, Белоруссии, Таджикистана и Кыргызстана. Это поможет сохранить историческую память и гармонизацию межнациональных отношений, уверены организаторы. Ведь родную землю защищали солдаты практически всех национальностей. Битва за Кавказ стала символом единения народов в борьбе с общим врагом. Это участие очень важным для меня в целях, во-первых, подъема патриотического духа, и я очень рад участвовать совместно с ребятами с разных регионов, имеющими разные национальности, разных этносов, национальностей, и это в первую очередь оказывает позитивное влияние на сплочение нас как людей для дальнейшего созидания на благо гражданского общества. Было очень интересно ознакомиться с достопримечательностями вашего города, ознакомиться с историей, углубиться в нее, потому что мы должны все-таки понимать, что в любом случае у нас общая история, мы должны ее помнить, чтить и также передавать молодому поколению те знания, которые мы имеем и получаем сейчас. Дань и уважение пришли отдать также ребята из российского движения детей и молодежи, юноармейцы и волонтеры различных организаций. Им хорошо известна история своих дедов и прадедов, то, как Красная Армия и мирные жители мужественно отстояли свою землю от немецко-фашистских войск. Я почувствовал гордость за наши народы, за то, что они воевали, за их терпение, волю, которую они проявили. Более 800 тысяч отважных солдат различных национальностей приближали победу. Каждый регион и сегодня бережно хранит память о своих героях. 9 городов удостоены почетного звания городов воинской славы, 4 из которых находятся в Северокавказском федеральном округе – Малгобек, Грозный, Владикавказ и Нальчик. Еще 5 расположены в Южном федеральном округе. Международный проект «Непокоренные» побывали уже в 25 субъектах России и планируют путешествовать со Знаменем Победы и дальше. Мадина Цора, Султан Магушков, Новости 24.